То ли эксперимент над населением, то ли островок здравомыслия в океане паники. Вот уже второй месяц мировые СМИ не могут определиться, как оценивать шведскую модель борьбы с COVID-19. Швеция сегодня, пожалуй, на устах у всего мира. Вся країна Швеция. В этой стране, в Швеции, одни из наиболее мягких карантинных ограничений. Швеция. Здесь не стали вводить жесткий карантин, но призывают к индивидуальной ответственности. Шведские вирусологи отвечают категорично. Экспериментом как раз является запирание жителей дома на несколько месяцев. Чем дольше длится карантин дома, тем с большим интересом медиа разных стран поглядывают на то, как живут шведы. Да, собираться большими компаниями запрещено, но люди на улицах ходят без масок, рынки работают, спортивные площадки открыты. Посетив Швецию сейчас, мы попадем в странное место, где люди могут запросто гулять вместе, прятаться от прохлады в уютных ресторанчиках, собираться на пиво или кофе. Рестораны, школы и большинство предприятий работают. Парки, летние площадки, общественный транспорт, торговые центры – везде полно людей, очень не похоже на реальность, в которой живем мы. Идиллию разрушает статистика эпидемиологов. К началу мая в Швеции более 20 тысяч заболевших и свыше 2,5 тысяч умерших. Один из самых высоких показателей в мире – 244 смерти на 1 миллион населения. Смертность тут намного ниже, чем у нас в Великобритании, но выше, чем у других скандинавских стран. Это результат другого отношения. У нас борьба за жизнь каждого. В Швеции не так. Главная претензия критиков к шведской модели в том, что в погоне за накоплением коллективного иммунитета страна якобы рискует жизнями уязвимых категорий, прежде всего пенсионеров. Но эпидемиологи отрицают и обвинения в излишнем риске, и саму зацикленность на коллективном иммунитете. Вы утверждаете, что коллективный иммунитет никогда не был самоцелью. Нет, но он поможет нам достичь цели, замедлив распространение болезни. Несмотря на все сомнения зарубежных медиа, главный шведский эпидемиолог в себе уверен. Граждане тоже. Судя по опросам Андерса Тегнела, а значит и всю стратегию мягкого карантина, поддерживают 70% шведов.